Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите башкирское спутниковое телевидение, дневной канал, в студии прямого эфира Альфия Юсупова. Трудно найти какие бы то ни было слова после трагедии, которая не только всколыхнула всю страну, а повергла в буквальном смысле в шок и в скорбь. Единственное, что мы можем с вами сделать, это не допустить повторения такой трагедии. Говорить об этом можно очень много и долго, но хотелось бы наконец-то извлечь из этой трагедии такие уроки, которые помогли бы нам справиться и ни в коем случае не допустить такого ужаса еще раз. Звоните, дорогие друзья, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира на нашем экране. И гости, которые сегодня пришли в нашу студию, я думаю, наверное, не то чтобы с желанием, но со всей искренностью ответят на все ваши вопросы. И я представляю нашего первого гостя. Это Рустам Фларидович Исламов, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Да, добрый день. Здравствуйте, Руслан. Вот скажите, каждый раз случается такая парадоксальная ситуация. Когда происходит? Ведь это, конечно, в таком масштабе, это первый раз такая страшная трагедия, но уже были вроде бы учения, были какие-то повторения ситуаций, были разборы, поиски виноватых после, вот помните, истории с хромой лошадью, еще по всей стране практически, часто случаются такие истории. Конечно, не в таком масштабе, но все-таки имеют место быть. И мы сразу начинаем думать, кто же виноват, могли ли мы что-то сделать, почему такое роковое стечение обстоятельств произошло именно в этом месте, и никто не смог спасти наших любимых бедных детей. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы быть готовыми, вообще можно быть готовыми к такой ситуации? Понятно, ведь когда строят торговые центры, наверняка в первую очередь не встает вопрос о том, а вдруг случится пожар и все умрут. Да, конечно, у нас, когда вводится объект в эксплуатацию, они должны соблюдать определенные требования, в том числе требования, касающиеся пожарной безопасности. Это в первую очередь касается системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей из здания, а также системы пожаротушения. Конечно же, каждый может себя обезопасить и знать, как правильно действовать в случае возникновения таких ситуаций, в частности, пожаров, которые происходят у нас на крупных объектах, в торговых центрах. При посещении торговых центров, чтобы знать, как реагировать, как действовать, куда эвакуироваться на случай возникновения пожара или какой-либо ситуации, для себя необходимо посмотреть на каждом этаже, на каждого здания есть так называемый план эвакуации, где показываются эвакуационные выходы, куда нужно направляться при срабатывании систем сигнализации либо системы оповещения. Мне подсказывают, что есть звонок, ключевое слово при срабатывании, но, к сожалению, бывает так. Вот это был, конечно, вопиющий случай. Надеемся, что в наших торговых центрах такого никогда не будет, вообще больше нигде и никогда. Если вдруг не срабатывают, у нас не только пожарный инспектор, который, конечно, ответит на все вопросы, у нас еще и Гульнара Ахметовна Зараменская. Только хотела предоставить вам слово, но есть звонок живой в студии, давайте выслушаем. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Султанов Ренат, из Хайбулинского района. Сам занимаюсь монтажом пожарной сигнализации в разных зданиях, опыт имеется более 10 лет. Но, во-первых, хотелось бы принести соболезнования всем кемеровчанам и их родственникам, которые пострадали. Это вопиющий факт был несоблюдения пожарной сигнализации, пожарных требований. И, конечно, не хотелось бы, чтобы такая история повторилась у нас где-либо, не дай Боже. Просто хотелось бы, чтобы МЧС внесли новые требования там, где скопление больших людей, больших масс людей в торговых центрах, чтобы в дальнейшем обязали каждый торговый центр иметь систему автоматического пожаротушения, как поднапорная вода или даже порошковые в местах некоторых. Так как должно быть, в принципе, во всем цивилизованном мире. Срабатывает сигнализация, начинает литься вода, автоматически открываются все пожарные выходы. Это не в идеале, это так должно быть априори абсолютно везде. К сожалению, не всегда так получается. Да, вот как раз у нас вопрос есть к Гульнаре Ахметовне, специалист Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Гульнара, вот с точки зрения психологической, наверное, да, ведь очень трудно, понятно, что кто-то проходит обучение, у нас специалисты МЧС ходят по школам, по образовательным учреждениям, приходят в
коллективы. Вроде бы все присутствуют на лекциях, есть люди, которые расписываются за безопасность своего коллектива, получают действительно настоящие уроки выживания. Но ведь не всегда все это срабатывает должным образом в нужный момент, чтобы не поддаться панике. То есть, может быть, ну хоть что-то можно было бы сделать, если бы хотя бы кто-то понимал, что надо делать. Вот пиковая ситуация, скопление людей, лестничный пролет, начинается паника. Как ей не поддаться, что делать? Ну, во-первых, да, здравствуйте. И хочу сказать, что, да, в любой стрессовой ситуации начинается у любого человека, даже обучающий, который проходил все эти инструктажи, у него тоже начинается паника. Это как бы организм дает свою адреналин, то есть это защитная реакция организма человека. Что же делать? Ну, как бы я обучаю, прихожу, да, хожу и в школу, и учу своих личный состав сотрудников. Это первое дело, как бы дыхание, как говорится, не странно, но сделать вдох и глубокий выдох, и это помогает собраться. То есть на минуту вдохнуть, выдохнуть, и дается как бы трезвый взгляд на какую-то определенную ситуацию. И уже тогда ты должен собраться, и ты уже собрался, ты должен помочь своим, ну вот не своим, даже кто ближайшим, кто вот посетителям или людям. Вот чтобы дети как-то успокоились, сделали то, что нужно. Что здесь взрослый должен? Строго себя вести, прикрикнуть или наоборот успокоиться? Нет, ни в коем случае не кричать, так как ребенок и так боится. А если мы еще крикнем, прикрикнем, как иногда делают родители, да, то еще больше испугается ребенок, даже может иногда убежать ребенок. Такие бывают ситуации, ребенок может убежать. Ребенку так свойственно им прятаться, бежать. Поэтому ребенка желательно взять ручку и сказать: я с тобой, ты не бойся. Или если маленький ребенок, то, конечно, взять на руки. Да, и тогда ребенок, он чувствует свою безопасность, что мама рядом, папа рядом, и он уже как бы немножко снижаем его интенсивность, его стресса. Динара Азатович Салихов, заместитель начальника по противопожарной безопасности ГБУ аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан. Это человек, который по роду профессии пребывает большей частью времени именно в экстремальных ситуациях. Но, к счастью, в основном по Республике Башкортостан удается разрешить их наилучшим образом. Уменьшается действительно и статистика. Радует нас то, что все-таки образованность, информированность населения увеличивается. Но, тем не менее, что, вот, на ваш взгляд, чего не хватает вот, глобально? Все-таки понятно, что нужно менять, наверное, всю систему, и совершенно по-другому должны составляться, наверное, акты к принятию вот подобных вот торгово-развлекательных центрах. Потому что нарушения наверняка есть по всей стране, и, слава богу, если они действительно по-настоящему будут выявлены и устранены. Что еще нужно, чего еще не хватает? Добрый день, уважаемые телезрители. По роду деятельности оперативной службы МЧС России, субъектов Российской Федерации, они, конечно, предназначены для ликвидации, оперативного реагирования, прибытия в кратчайшие сроки к месту вызова и принятия всех мер, в первую очередь, это спасение людей. Даже нашим федеральным законом, республиканским, предусмотрено, что на пожарную охрану первая задача – спасение людей. Организовать эвакуацию. Если персоналом уже организована эвакуация, проконтролировать, убедиться, собрать все сведения, все ли благополучно эвакуировались. Потому что период эвакуации – это паническое действие людей. Вот Гульнара правильно сказала. По своей структуре человек подвержен именно паническому действию толпы. И среди этих людей мало людей, которые способны реально оценить ситуацию. Ну, вот как в этой кемеровской трагедии совершенно не укладывается, сейчас опять подсказывает голова, правильно, когда охрана запирала детей, то есть какие-то вещи происходили, которые просто, ну, тяжело осознать, что такое в наше время возможно. Это совершенно неверное действие персонала, когда закрывают двери. Но вот все пути движения в безопасную зону должны быть открытыми. И человек, когда попав в такую ситуацию, должен принять решение, куда ему двигаться, в какую безопасную зону. Если вы находитесь в кабинете, в помещении, у нас сразу... есть звонок, мы обещали, да, что мы дадим возможность высказываться, задавать вопросы. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Мы вас слушаем. Татьяна, Уфа, 51 год. Я что хочу сказать. Да, я смотрю все дни вот эти передачи, я совсем согласна абсолютно, проверочки вот эти пожарных. Но я считаю, что в крупных предприятиях должна существовать единица в штате, на окладе, которые каждый день с утра до вечера ходят, проверяют, дают указания охранникам, проверяют состояние. То есть не просто пожарные иногда приходят,
Это крупное предприятие. У них есть средства нанимать технический персонал, охрану и все. У них и начальники охраны есть. Не то чтобы нагрузка там была, кто-то отвечает за пожарную безопасность, а именно конкретный инженер, специалист, который будет каждый день ходить и смотреть. Их надо обязать. Крупные такие вот предприятия, их обязательно надо обязать. Спасибо за Добавлю. пожелание. Да, можно здесь что-то добавить? Да, добавлю. Минтрудом предусмотрен профессиональный стандарт для квалификации специалистов в области пожарной безопасности. И такая специальность предусмотрена. И в крупных предприятиях должны вводиться такие должности, штатное На расписание. предприятиях, наверное, все-таки ситуация обстоит более-менее хорошо, потому что это и государственные предприятия, и есть все необходимые, наверное, нормативы, которые должны быть приняты, должны быть соблюдены. Показала проверка даже наших республиканских торговых центров, далеко не везде все обстоит идеальным образом. Наверное, все следят и за нашей новостной службой. Естественно, это ведь нормальная совершенно реакция, когда хочется удостовериться, что нашим близким, нашим родным, друзьям при посещении торгово-развлекательных центров, ведь они же для развлечения предназначены, а не для того, чтобы люди туда пришли и погибли. И оказалось, что, к сожалению, в большинстве, не будем сейчас называть в каких именно, потому что пока информация должна быть действительно в официальном ключе, и, естественно, какие-то будут сделаны выводы, в большинстве случаев ситуация достаточно плачевная. Завалены выходы пожарные, закрыты, да, эвакуационные, где-то стоят кафешки, где-то там чуть ли не какой-то строительный мусор. Совершенно странные действия так называемых гувернеров, которые должны смотреть за детьми, действительно их закрывают, оказывается, в большинстве. У девушки там что-то должно сработать, какой-то электронный браслет. А вы представляете, если вдруг он не сработает или во время пожара что-то замкнет, то есть это что, дети остаются гореть заживо? То есть очень много вопросов, от которых просто волосы встают дыбом. Есть ли, вот давайте на взгляд нашего Рустама Исламова, есть ли какие-то перспективы, что все-таки у нас не случится больше в стране таких ужасов? Сейчас приняты какие-то законодательным путем какие-то меры по устранению таких вот неполадок? Понятно, что это не только вопрос к МЧС. Да, я хотел сказать то, что в соответствии с поручением прокуратуры Республики Башкортостан с 26 числа у нас начаты проверки в отношении всех вот объектов торговли, торгово-развлекательных центров, то есть те места с массовым пребыванием людей, где люди приходят осуществлять какой-то различный досуг, кинотеатры, посещение каких-то залов. И на сегодняшний день проверки все ведутся, и когда они будут уже завершены, мы будем определенно делать выводы, итоги, и после этого мы можем дать в целом оценку, какое состояние на сегодняшний день у нас. Вот да, есть вопрос, сейчас, кстати, вы видим и в эфир в том числе, но еще до этого был вопрос, будет ли эта информация в открытом доступе, чтобы каждый житель республики мог удостовериться, куда ему ходить в данный момент безопасно. Ну, в открытом доступе, понимаете, у нас таких объектов на сегодняшний день 344 объекта, это то есть те торговые центры, которые относятся к объектам значительного риска, то есть это те объекты, где одновременно пребывание может приводить 200 и более человек. И более 1500 объектов, объекты среднего риска. Это где одновременно пребывание людей могут быть от 50 до 200 человек. То есть это очень большая информация, но могут к нам обращаться и... Да, и хотелось бы воззвать к сознательности, к социальной активности наших граждан. Если вы явно видите какие-то нарушения, вас что-то смущает, вы уверены в том, что здесь не все в порядке, куда обращаться? Ну, обращаться в Управление надзора деятельности профилактической работы. Мы находимся по адресу улица 8 марта, 12/1. Пожелания от зрителей для того, чтобы все-таки больше уделяли внимание, в том числе не только торгово-развлекательным комплексам. Пожары у нас случаются и на автостоянках, и вот в этих вот небольших магазинах, которых тоже очень много. Вот в этом плане, то есть когда речь идет не только об объектах, где пребывает большое количество людей, то есть то же самое, тоже можно обратиться в пожарную, получается, в службу да, под МЧС. Критерий, по поручению, я уже обозначался, по поручению прокуратуры республики, эти объекты у нас попадают под именно проверки, где инспектора пожарного надзора будут участвовать в качестве специалистов и давать оценку
объекта на соответствие требованиям пожарной безопасности. Мгм. Так, вопрос еще у нас, получается, к Динару, наверное, Салихову. Вот по поводу, если вдруг, уже, казалось, об этом много говорят, и даже в школах изучают, и даже в детские сады приходят, показывают, рассказывают, устраивают даже целые театрализованные представления, потому что дети, они воспринимают информацию немножко иначе. Но в любом случае, даже для взрослого, почувствовал задымление, какой-то неприятный едкий запах. Давайте еще раз напомним, какие должны быть действия. Что нужно делать? Особенно, если не реагируют те, кому положено это делать. Ну, в случае возникновения каких подозрений на возгорание, на наличие пожара, сперва надо будет обратить внимание, убедиться, откуда исходит опасность. Если находится в помещении, выйти в коридор, сразу огульно открыв дверь, тоже опасно. Мы не знаем, что происходит за дверью. Дверь может быть горячая, это уже вызывает какие-то опасения. А стоит ли туда выходить? Может безопаснее остаться в помещении, подойти к окну, из окна просить помощь. Если все-таки вы рискнули, вышли за дверь и попали в задымленное пространство, которое задымленное, и вы знаете направление эвакуационного выхода, а там дым, и вы принимаете решение, задержав дыхание, бежать в сторону выхода. Но вы уверены, что по пути не будет никакой преграды. Потому что опасность пожара, первичные факторы опасного пожара – это дым, который снижает видимость. Токсичные продукты горения. Это влияет на дыхание. Особенно важно. Задержав дыхание, вы побежали на выход, а если вот вам дыхания не хватит... По поводу токсичных продуктов горения, это, наверное, нужно посвятить отдельную тему, потому что, к сожалению, большинство современных построек, особенно не предназначенных для жилья, там очень много, получается, к сожалению, об этом тоже говорили, и это, конечно, наверное, не в наших силах изменить ситуацию вот прямо сейчас, но понятно, что экономят на стройматериалах, об этом тоже очень много говорят, поэтому здесь нужно проявлять особую бдительность. Вопрос Гульнари, да, вот тоже спрашивают, мы некоторые вопросы озвучиваем, потому что шквал звонков идет, и это, в общем-то, эта трагедия страшно, она сплотила людей в том плане, что каждый чувствует причастность, каждый переживает совсем с каждым боль каждого человека, побывавшего в этой, даже не знаю, как сказать, страшной в этой трагедии. Действительно, очень трудно найти какие бы то ни были слова сочувствия, соболезнования. Действительно, скорбим все вместе. И наша задача все-таки постараться сделать так, чтобы этого не повторялось. В том числе должна быть очень сильная психологическая подготовка тоже. Сейчас звонит молодая мама с маленькими детьми и рассказала такую историю, что как-то вот в одном из магазинов тоже, но там, слава богу, все быстро локализовали, обошлось совершенно без жертв, только там какие-то материалы, что-то, в общем, материального плана, что-то погорело. Но очень агрессивно вели себя охранники, то есть вот куда вот таких ситуаций жаловаться, и как себя вести. То есть вместо того, чтобы начать выпускать людей, они перекрыли выходы и сказали, сейчас вначале уйдет персонал, не лезьте тут сюда со своими детьми, будете нам сейчас тут все растаскивать. Что в этой ситуации делать? Как не растеряться, понимая, что вот этот человек, в общем-то, от его действий можно с риском для жизни. Погибнуть, да. Я думаю, что тоже, как бы опять понимаю эту маму, что она спасает, во-первых, детей, а потом и себя, это как бы задача взрослого. Думаю, в этой ситуации надо, конечно, позвонить. Специальные службы в этом случае, наверное, все-таки в полицию, то есть 02. Да, и рассказать данную ситуацию. И если они видят ситуацию, что задымление, то, конечно, уже пожарную охрану, да. Да, просят, чтобы все-таки продолжили, мы немножко не закончили, да, вот с вами, Динара, по поводу, то есть задержали дыхание, почувствовали задымление, открыли дверь, что дальше делать? Принять решение, что если от вашего решения будет дальнейшее складываться ваши действия. Если вы побежали, значит, надо убедить, что вы добежите. А если все-таки опасность не дойти до выхода, то в этом случае лучше остаться за дверью, подойти к окну, двери, соответственно, попытаться загерметизировать подручными средствами и уже просить помощи из окна. Всеми действиями, криком, взмахами, видимыми предметами, чтобы на вас обратили внимание. И уже, ну, да, здесь тоже, да, конечно, ситуация такая очень спорная, вот телезритель тоже подсказывает, потому что если это жилой квартал, хорошо, если кто-то увидит, а если это вот когда очень много многоквартирных домов, как их называют, муравейники, и не факт, что кто-то обратит внимание. То есть здесь вот как-то в этой ситуации, конечно, очень сложно. И, соответственно, 7 вызовов... Ну, конечно, сразу вызывать, да, в первую очередь вызывать, в первую очередь.
и уже потом, да, постараться как-то в этой ситуации. Но чтобы их не допустить. Вот по поводу пожарных извещателей, да, это, наверное, Рустам, это к вам, наверное. Должны быть они в каждой квартире, даже если это новый дом, и вроде бы там все в порядке. Да, у нас с 2016 года в соответствии с указом главы Республики Башкортостан проводится комплекс мероприятий по оборудованию жилищ граждан, называемые так автономно домовыми пожарными извещатели. То есть это те извещатели, которые сигнализируют при возникновении пожара. А пожар у нас возникает от чего? То есть последствия пожара – это что? Идет дым. Этот датчик начинает реагировать. Он издает определенные звуковые сигналы. И после того, как сигнал произошел, люди уже понимают, что в доме что-то происходит, собирают детей, вещи, необходимые вещи и И, эвакуируются. кстати, были истории, когда это помогало, действительно спасались. Люди успевали вывести даже там ценные вещи, документы, и, в общем-то, это действительно необходимо, особенно если речь идет о частных строениях, о частных домах. У нас есть вопрос от телезрителей. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А если вот ты бежишь, да, ты как бы очень много народу, либо идешь, какие действия нужно делать, чтобы не упасть? Допустим, если ты упал, что нужно делать, чтобы не задавили люди как бы себя в этих давке. То есть, ситуациях? если бежишь уже в панике, в давке, может быть, у нас начнет Динара, и дальше у нас Я психолог. могу сказать по этому поводу. Динар, что делать в этой Я ситуации? хотел бы добавить, что если попали в толпу и вас просто этим течением, людским потоком вас несет, не надо сопротивляться движению толпы. Здесь просто надо обезопасить, не терять контакт с ребенком. Выставить локти вперед. Потому что если вас сдавят, то, по крайней мере, у вас будет пространство для дыхания. И всеми возможными способами не допускать падения. Но если все-таки уже случилось, что вы упали, у вас есть очень короткое время, чтобы подняться. Хватайтесь за ближайшего соседа, человека, старайтесь его поднимать. Да, в этом случае будет с его стороны ответная реакция, вот даже и удары будут, но это вас спасет, если вы за него схватились и будете за него подниматься, и ваша задача встать на ноги. Если вы упали, и никаких мер, не надо группироваться, не надо сжиматься, надо всеми мерами постараться хвататься за одежду соседей, но именно в первые секунды надо встать на ноги. Гульнара, что можно добавить? Да, хочу сказать, да, правильно сказали, что идти по течению, упали, там буквально дают 3 секунды, чтобы встать, да. И не прятаться, если вот по течению идет, и в раз увидели столб или какую-нибудь там нишу. Ни в коем случае не прятаться за эту нишу, за столб, потому что толпа найдет, она может тоже также вас вдавить в нишу или в этот столб придавить. Поэтому ни в коем случае. И самое безопасное, если у вас у девушек длинные волосы, обязательно собрать хвостик. Если есть шнурки, завязать, если есть возможность, потому что зацепиться за шнурок, за волосы, вдруг у вас схватили. Ну, в толпе все бывает. Все собрать и быть очень концентрированно. Против толпы ни в коем случае не идти. Ребенка, да, взять на руки обязательно, если ребенок маленький. Если взрослый, взять за руку ребенок-подросток и идти. Если там в конце течения как бы, толпы конец будет, и тогда плавно можно от нее выйти. Руслан, есть что добавить? Вообще Да. чаще что случается? Вот в Да, таких я бы ситуациях? хотел добавить, вот, когда происходит эвакуация, то есть ни в коем случае при эвакуации нельзя пользоваться лифтами, то есть нельзя пользоваться эскалаторами, нужно непосредственно пользоваться лестницами, которыми выводят наружу. При возникновении такой ситуации обращать внимание на таблички, где над каждой дверью написано «освещенный выход». То есть там находится у нас эвакуационный выход. Стараемся пройти в данную зону и обезопасить себя и своих близких, с кем вы пришли в данный объект. Также я вот хотел добавить, когда ситуация уже обострилась, если вы попали в зону, где есть дым, необходимо использовать какие-то вещи, либо есть какой-то платок, либо шапка, шарф, или если есть какая-то вода, необходимо смочить данные и приложить к лицу, чтобы вы могли какое-то определенное время еще дышать свободно. И в этот момент обязательно стараться попасть в безопасную зону. Выводы, конечно, мы делаем, выводы делаем самые разные. Дозвонилась, опять же, молодая женщина с ребенком, потому что любая мама чувствует сопричастность к этой трагедии, которая со слезами на глазах сказала, что я своих детей ни в какие развлекательные комплексы, ни в какие игровые комнаты больше отпускать не буду. Девочки, которые их там запирают, такое ощущение, что охране и вообще
всему составу, скажем так, этого торгово-развлекательного центра вообще все равно, что там происходит. В общем, вот такие выводы люди делают в том числе тоже. Возможно, они правы. Возможно, нам еще очень многому предстоит учиться. Мы прерываемся буквально на 1,5-2 минуты новостной выпуск и снова встречаемся в студии прямого эфира канала БСТ. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире канала БСТ Юсупова Альфия. И мы сегодня говорим о том, что сделать в наших силах, как не допустить всем миром повторения такой трагедии, чтобы мы больше не оплакивали наших дорогих, любимых детей. Что мы можем сделать, какие меры предпринять? Понятно, что все зависит не только от нас, но и от нас в том числе тоже, потому что самое страшное, что может быть, это равнодушие, когда через какое-то время все забудется и все, что называется, вернется на круги своя. Мы не должны ни в коем случае этого допустить. Звонков очень много, соболезнований, сочувствий, рекомендаций, каких-то практических советов, и это особенно дорого, когда в такой ситуации люди еще думают о том, что же сделать, чтобы подобного не повторилось. Разные советы, вплоть до радикальных, закрыть все торгово-развлекательные центры, пока не выяснится, насколько они безопасны для пребывания нас, наших детей и так далее. Параллельно проводить какие-то проверки, но, наверное, вот таких радикальных мер, наверное, принимать никто не будет, но все-таки на данный момент можно сказать, что по республике в целом ситуация по нашим торгово-развлекательным комплексам, она есть, она открыта, и мы можем знать, где все в порядке. Вот уже сейчас, вот буквально вот в эти дни. Кто готов ответить на этот вопрос? Понятно, что, может быть, не совсем ваши компетенции, но вот на сегодняшний день какая есть информация? Да, ну я вот уже обозначился до этого о том, что вот, на сегодняшний день проводятся вот эти проверки. Потом по итогам проверок будут анализироваться в целом ситуация, какая складывается на объектах торговли, на объектах, где посещают люди, массовое пребывание людей. И после этого, только по окончанию этих проверок, мы сможем сделать какие-то определенные выводы. Угу. Еще спрашивают, будут ли как-то наказываться руководители, ответственные товарищи и так далее в тех торгово-развлекательных центрах, где явно уже, исходя даже из наших новостных выпусков, было видно, что есть очень серьезные нарушения. То есть где завалены аварийные выходы, где там поставлены какие-то кафе, какие-то чуть ли не торговые ларьки и так далее. И где, когда вопрос задавался нашим корреспондентам, что делать, полной растерянности, вообще непонимания, чего вообще, собственно, хотят от этого человека. Может, Динар на этот вопрос ответить? Хотел бы добавить, что Кодексом административных правонарушений предусмотрены жесткие меры за нарушение требований правил пожарной безопасности. И эти требования никто не отменял, и они должны соблюдаться. Регламентом предусмотрены только жесткие требования к соблюдению этих норм. И при вводе в эксплуатацию, в процессе деятельности этого объекта, эти нормы должны также соблюдаться. Ведь комплекс безопасности подразумевает собой целый спектр инженерных, организационных мероприятий. И в таких организациях система сигнализации, пожаротушения, оповещения, управления эвакуацией – это сложная система, которая требует именно специалистов в обслуживании, в техническом поддержании в техническом состоянии. И эти работы проводятся, и эти работы фиксируются в учетных журналах. И руководители крупных предприятий, они как бы следят за этим. Это их обязанность. Потому что руководитель, в первую очередь, он несет ответственность за безопасность
всего Еще есть предприятия. такой вопрос, Динар, уже непосредственно по вашей работе. Вот в ситуациях в экстремальных, когда приходилось действительно вытаскивать людей из огня, спасать из воды, все-таки положительную роль в большей степени что играет? Соблюдение вот всех этих норм, наличие там средств, необходимых для спасения людей, или тот самый человеческий фактор, когда кто-то берет на себя ответственность и думает не только о себе, но и о спасении тех, кто рядом? Это в первую очередь надо сказаться система нашего поведения в обществе. Человек, оказавшийся в беде, он не должен быть безучастным. И если посильно оказать самим помощь, надо это использовать. Не надо брать телефон и снимать, как человек тонет, как человек горит. Телефон создан для поддержания связи. И чем больше будет звонков поступать об этом несчастном случае, и дежурные диспетчерские службы будут принимать решительные меры. То ли поступил один звонок, то ли поступает целый шквал. И в этом случае шквал звонков вынуждает диспетчер принимать уже более повышенные силы, направлять к месту происшествия. Уже по прибытию и пожарные, и спасатели, соответственно, они имеют если такой соответствующую случай, экипировку. звонит ребенок, воспримут ли его звонок всерьез? Вот да, вот сейчас тоже спрашивают, что начался пожар, ну там, слава богу, сгорел амбар, никто в этом амбаре, никого рядом не было, но увидел соседский ребенок, стал звонить в МЧС и сказали, типа, что ты балуешься, хватит звонить. Или такого нету. не могло быть? Любой звонок, требующий помощи, он будет обработан, и к месту вызова будет направлена силой. Это однозначно. Таких подозрений, что это шалость, что это кто-то детская шалость, кто-то или играет, на это не смотрим. Потому что вызов будет принят, обработан, и сила будет направлена Иногда обязательно. от звонка, от того, как действует диспетчер, что он советует, тоже зависит жизни людей. Гульнар, вот такая ситуация. Звонит, допустим, человек, говорит, что там ну, что-то страшное, там, не знаю, там авария, или кто-то врывается в дом, или еще что-то. Как можно по телефону до принятия решений, до прибытия, вернее, может быть, естественно, диспетчер, видимо, сразу перенаправляет, уже, может быть, там бригада выехала и так далее. Как держать человека на связи, как ему объяснять, что нужно делать? Надо просто, Обучают таким моментам? ну, как бы, конечно, не обучают, но хочу сказать, что человек, конечно, опять не поддаваться панике, опять всегда трезвый, как бы ум на происходящие действия спасает тебя и спасает твое имущество и твоих близких. Надо всегда, как я говорю, на занятиях, главное не паниковать. Будьте, смотрите, что вы можете сделать, какие первые действия. От ваших, вот пока едут спасательные службы, от ваших действий, даже полчаса, ну вот 5 минут, конечно, приезжают быстро, там действия какие-то минутных, ты спасешь себя. Ну, я имею в виду, что подсказывает что-то диспетчер, что так надо делать, там, отойдите, там, да, он то, говорит, дыхание, да, говорит, что ни в коем случае не открывайте окна, так как подача кислорода, еще огонь Ну, будет в общем, сохраняться. какое-то элементарное Элементар. действие по сохранению собственной жизни Ну и вот, жизни да, окружающих. как вот, есть. да. У нас есть звонок, да, говорят по этой теме, но давайте все-таки выслушаем. Алло, говорите вы в прямом эфире. Добрый день. Вот, у меня такой вопрос. Вот я хочу пройти курс оказания первой медицинской помощи. И вот как себя вести в подобных экстренных ситуациях? Вот где я могу такие курсы вообще пройти в Уфе? Очень хорошее желание, и должно быть у большинства людей возникать, кстати. Что, как у нас этот вопрос? Обучение, проведение спасательным работам требует определенной подготовки. И профессия спасателя, пожарные – это Здесь рабочая речь шла о профессия, первой которая… помощи. Ну, а для того, чтобы самим пройти какие-то курсы, ну, у нас в учебных заведениях есть дисциплина ОБЖ. Там проводится это в школьном году. И если кто-то хочет сам дополнительно пройти такие курсы обучения, и есть учебные заведения, где такие вот, ну как сказать, общественные спасатели. Есть такая терминология. Это которые в качестве волонтеров могут привлекаться к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации или спасательных работ. И есть общественная организация Россоюз Спас. Это общественная организация. Есть общественная организация Добровольное пожарное общество. А много вообще волонтеров? Как люди реагируют вообще на такие организации? Активно? Ну, волонтерство у нас требует подхода, ну, это не в том уровне воспринимается, как, допустим, когда человек по воле души готов прийти на помощь, этот порыв надо поддерживать постоянно. Сегодня он готов прийти на помощь, завтра он занят, завтра я не поеду. И такие вот общественные организации, они как бы
подтягивать людей. И таких людей, чтобы действительно были волонтерами, всегда были готовы. Их надо каким-то образом стимулировать. Воспитывать. То есть целая идеология должна быть. Кроме Вот. воспитания, еще должен какой-то определенный стимул. Да, вот тоже был вопрос, звонок, вернее, ну тоже ситуация, можно сказать, почти благополучно закончилась. После аварии вытащили из машины, значит, водителя. Да, оказалось, что там затруднено дыхание, стали делать искусственное дыхание до приезда, там скорой и так далее. Оказалось, что у него были сломаны ребра. В общем, только навредили. Он остался жив, сразу, да, говорю, что здесь тоже, да, он остался жив, но провел в больнице гораздо больше времени. Казалось бы, да, никто не остался равнодушным, то есть машины остановились, там стали тушить пожар, вытащили человека. Вот, но в этой ситуации, оказывается, его надо было просто положить, ни в коем случае не трогать, ничего не делать. Но люди хотели как лучше, им показалось, что он задыхается. Искусственное дыхание, вроде вот что здесь, как? Ну и опять же, а вдруг действительно нужно было бы делать искусственное дыхание, вдруг он действительно не мог дышать. То есть можно ли обучиться таким моментам, чтобы распознавать такие ситуации? В муниципальных образованиях есть курсы гражданской защиты, где периодически проводятся такие занятия с населением, с организациями. И оказание первой помощи, не медицинской, а первой помощи, подразумевает в первую очередь освободить человека от воздействия этих опасных факторов, которые в него воздействуют. Электричество, вода, огонь. То есть вынести этого человека в первую очередь на безопасное место. Потом его оценить его. Человек дышит, не дышит. Принять, то есть, и какая реакция человека, где болит. Постараться, если кровотечение, соответственно, принимаются меры по остановке кровотечения. Но какие-либо медицинские помощь оказывать, это должны только специалисты. Только специалисты. Да, Гульнара, вы тоже хотели спросить. Вот на вашей практике чаще оказываются неравнодушными. Есть какая-то категория людей, потому что иногда, ну, понятно, что интернет просто завален всяческими видеоразборками, то есть даже проходит аварии, кто-то действительно выбегает, начинает там оказывать помощь, останавливать другие машины, там сооружают какие-то носилки. А есть совершенно вопиющие случаи, которые у нормального человека, кажется, даже в голове не укладываются, когда сбивает чуть ли не насмерть человека, и выбегает девушка-водитель и осматривает свою машину, не случилось ли с ней что-нибудь. Вот трудно объяснить с психологической точки зрения, что это больные люди. Что происходит вообще? Нет, как это возможно? Это просто у человека срабатывает опять защитная реакция. Вот у него появился как бы момент шок, и он не знает, что делать, осматривает это как бы... Ну, я его не оправдываю. И уезжает, ведь, да, вот но это уже, страшное. конечно, неправильное поведение такого человека. Да. Она должна делать гражданский долг, спасти не свою машину, а этого человека. Поэтому они потом и говорят, что я в состоянии шока, я не помню, ничего не знаю. Но это не оправдывает это ее действия, Ну, конечно. как вот не печально, все-таки сейчас таких таких случаев больше. То есть вот даже когда приходят и не дадут соврать, да, наши ветераны и МЧСовцы, которые говорят, что еще там 20 лет назад при аварии из 10 проезжавших 9 машин Все остановилось точно. Сейчас остановится, скорее всего, 2. Это вот, видимо, философия потребления, когда все-таки своя рубашка ближе к телу, остальное ничего не волнует. И только когда случаются вот такие страшные трагедии, все понимают, что это коснуться может абсолютно каждого. Никто, к сожалению, не застрахован от таких ситуаций. У нас есть еще звонок. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я бы дома хотел себе приобрести средства пожаротушения, то есть огнетушитель. Вообще, как выбирать и вообще безопасно ли дома вообще держать и как пользоваться? Ну и разные, видимо, есть для частных домов. Да, или я это- отвечу Ответьте, на данный пожалуйста. вопрос. Вообще, содержать в доме огнетушитель – это не то, что… Это первая необходимость, которую необходимо соблюдать в своем жилище. У нас существует для жилых помещений, это лучше использовать два вида огнетушителей. Это углекислотные огнетушители и порошковые. Углекислотные огнетушители, они предназначены для точного устранения возникновения очага пожара. Если, допустим, загорелся утюг, либо какой-то электрочайник задымился, лучше всего использовать данные огнетушители. Но у них есть такой небольшой минус, они не покрывают большую зону возникновения пожара. А порошковые огнетушители, они уже, у них зона охвата больше, но там единственный момент, да, они всю квартиру у нас будут, вся квартира будет засыпана в порошке, но с другой стороны вы спасете свое имущество и обережете своих близких, которые располагались дома, и
Тем в общем, самым оно в любом случае, оно того стоит. Да, и говорят, ну а что у меня может загореться? Я вот ухожу, там чуть ли не электричество отключаю. У вас есть соседи, у которых может быть старая проводка, может быть, там живет бабушка, которая там не выключает утюг. Вот у нас была такая ситуация, слава богу, тоже все обошлось, потому что почувствовали дым, запах сажи, выскочили в коридор, вызвали пожарную службу, выломали дверь. Опять же, да, среагировали просто неравнодушные люди. Это было днем, это просто случайно пришел сосед что-то там проверить и вот почувствовал этот жуткий запах. Звонят девушки-автомобилистки, которые спрашивают, для машины нужно ли выбирать, какой должен быть огнетушитель. Так, для автомобилей, конечно, лучше использовать порошковые огнетушители. Я же опять повторюсь, потому что порошковые огнетушители, у них большая... Повсеместно действуют. Да, они такие, у них большая зона охвата, и при случае возникновения каких-то загораний в вашем автомобиле вы легко и быстро устраните данный очаг возникновения пожара. Динар Азатович, вот опять же спрашивают, на вашей практике чаще всего пожары из-за чего случаются? Все-таки это какой-то недосмотр, это чистая халатность, или бывают действительно какие-то ситуации, когда вот техногенные катастрофы, за которые, в принципе, трудно найти, кто же отвечает? Ну, как показывает статистика, более 70% пожаров происходит именно в жилом секторе. Это электрооборудование, аварийная его эксплуатация. Это обращение с огнем, неосторожные. Вот это первые факторы. Все-таки больше всего человеческий фактор, Человеческий халатное фактор. отношение. Да. Это и в ночное время тоже имеет большой процент пожаров, которые происходят в ночное время. Здесь уже режим курения. То есть элементарные правила Не курить в обращения с жилом огнем помещении. приводят к таким вот пожарам. Тоже вот есть вопрос, куда же обращаться, мучаются с неблагополучным соседом, которые там какие-то то ли газовые, вот я не успела, почему-то связь прервалась, то ли газовые баллоны он там держит у себя дома, то ли какой-то керосин хранит. То есть рядом с ним живут буквально, как рядом с миной замедленного действия. Что делать? Как? Ведь это действительно страшно. То есть люди могут вечером вернуться и просто не застать свой дом. Хорошо еще, если все это обойдется без жертв, если в это время никого не будет. Его, как говорят, нам не жалко. Вот что будет с нами? Бесполезно. То есть вызывали участкового, писали жалобы, а ВОЗ и ныне там. Что можно посоветовать в этой ситуации? Ведь это страшно, действительно. Вы представляете, как вообще жить людям вот рядом с таким человеком? Да, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Если вы видите возникающую какую-то угрозу, соседи, как вы сказали, что-то используют, необходимо, конечно, обратиться в органы полиции, также в пожарную инспекцию, где инспектора придут и обследуют на соответствие требованиям пожарной безопасности. Также в жилом фонде можно обратиться к составу профилактических групп. У нас на территории республики в каждом районе, в каждом муниципальном образовании есть профилактические группы, которые обследуют жилой фонд именно на соответствие их жилища, на соответствие требованиям пожарной безопасности. Всего у нас в республике вот их 868 групп. Это в состав группы туда входят старосты населенных пунктов, главы сельских поселений, специалисты по электроэнергетике, специалисты печного дела, которые обследуют и говорят гражданам, на что им необходимо обратить внимание, что в их жилище не в порядке. То есть вот Динар Азатович сказал, что у нас основные причины возникновения пожаров – это электропроводка, но здесь также одна из таких причин является это неисправность и отопительных печей. Да, вот, кстати, да, особенно зимой, когда пытаются дополнительно обогреть жилище, да, тоже было много звонков на эту тему. Это тоже совершенно очень серьезная такая неблагополучная ситуация. Да, при использовании печей тоже необходимо проверить притопочные листы, которые вот непосредственно перед печью находятся. Это то есть железный лист, куда, возможно, попадают угли с самого печного отопления. И также необходимо проверять дымоход. Вот вспомните, наверное, не зря наши бабушки и дедушки всегда белили печи. То есть занимались да, как она темнеет, значит, пора ее чистить. Если вы заметили какое-то уже затемнение, то есть гарь, то есть это говорит о том, что у печки есть где-то либо отверстие какое-то, откуда... Да, если не сомневаетесь сами, лучше вызовите специалиста, потому что человеческая жизнь гораздо дороже,
нежели какая-то экономия на какой-то жуткой печке. Вот получается, видите, какой огромный комплекс мер нужно принять. Понятно, что, наверное, это очень тяжело проверить каждый дом, каждое жилище. Поэтому, опять же, призываем быть бдительными, в том числе и соседей. Да, и вот здесь, кстати, вопрос, наверное, Гульнаре говорят, что да, вот мы уже который раз пытаемся привлечь к ответственности соседа, который там то печку, то чуть ли там не в камине, там чуть ли не курицы жарит там и так далее. Причем камин установлен в двухэтажном доме, да, вот не в частном. И напарываются на очень агрессивные отношения, то есть, типа, не нравится вам, да я вам сейчас что-нибудь подожгу. Не хотела, то есть они пока еще не вызывали полицию, говорят, что ж мы здоровые мужики, с ним что ли не справимся. Что в этой ситуации делать? Мне кажется, в этом случае агрессивные люди, ну, они по сути, как я считаю, это слабость их характера, это тоже... Ну, да, как людям себя вести? То есть отвечать агрессией на агрессию? Нет, зло на зло не надо отвечать. Лучше позвонить все-таки в правоохранительные органы и сказать, что такая ситуация, лучше самим не доводить, как говорится, до греха, как я говорю. Лучше позвонить, объяснить данную ситуацию. Когда придут правоохранительные органы, то как бы нужно самим подойти. Но все-таки свое поведение, наверное, все-таки нельзя как-то показывать. Трусость, слабость, нет, бояться этого человека. Потому что это для него, как для вампира, это просто питание для его отрицательных эмоций. Все-таки вы должны высказать поведения. свою точку мнения, высказать свое недовольство, сказать, все-таки безопасить свое жилье, если они рядом находятся дома. Все-таки высказать, что так и так, спокойно и разговаривать не на повышенных тонах. Чем больше человек говорит на повышенных тонах, мы это провоцируем другого человека, зная, что он еще агрессивный. Он говорит всегда спокойным голосом. Вот видите, как много всего нужно знать для того, чтобы действительно по-настоящему правильно заботиться о своей безопасности. У нас есть еще вопросы, есть еще звонки. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Ленара. У меня вот такой вопрос. Вы говорили о состоянии шока. Мне лично совсем не хочется вести себя так, как вы недавно упоминали себя, пример с этой девушкой с автомобилем. Но я не знаю, какая у меня будет реакция. Вот что посоветуете? Как не впасть в состояние истерики? Спасибо. Вот, состояние истерики, да, это бывает, буквально истерика бывает от 5 до 15 минут. Потом истерика проходит, так организм уже устает, он не может все время истерить. Организм истощается, это энергетический баланс, и все равно трезвый взгляд, да, на происходящую ситуацию человек уже оценивает. То есть как вот в этой ситуации? Просто у нас была, я сама видела такую историю, опять же, машина, конечно, разбила, сама, по-моему, лоб ушибла, но как-то обошлось без жертв. Девушка, она не справилась с управлением, и она вот неслась на всей скорости по обледенелой дороге, зажмурив глаза, представляете, за рулем, то есть она отпустила руль, зажмурила глаза и врезалась в столб. Слава богу, что она осталась жива. То есть, естественно, все там разбегались, причем это была даже, она заехала даже не на проезжую дорогу, то есть это был тротуар. К счастью, среагировали быстро, все разлетелись, разбежались. Это особо, не будем в эфире называть ее другими словами, отделалась небольшим сотрясением. Нет, все-таки сотрясение было, потому что она была не пристегнута и стукнулась сильно об руль, разбила себе лоб, но, к счастью, никого по пути не сшибла и не сбила. Здесь у меня другой вопрос встает, но, видимо, это уже не в нашу программу. Как такая особа могла вообще получить права? Что в этой ситуации? То есть, может быть, нужна какая-то более серьезная психологическая проверка? Гульнара, как вы считаете, были в вашей истории такие случаи, когда люди говорили, да, со мной что-то случилось, я, наверное, не могу вести машину? Тогда, может, и не надо. Мы выезжаем более на глобальном, все-таки как психологи МЧС, мы выезжаем более на глобальные, серьезные, чрезвычайные ситуации, когда у нас погибают люди, много пострадавших. Недавно был у нас ДТП и 9 погибших, да, в Ултиляке. То есть мы, психологи МЧС, выезжаем такие более серьезные ситуации. Да, кстати, у нас очень внимательно слушают зрители, и это радует. Девушка, опять же, звонит, говорит, ваша психолог сказала, что истерика проходит за 10-15 минут. А что за это время делать? А если машина уже загорелась? И это состояние истерического стопора. Да, недорассказала. И хочу сказать, что если вы видите, что вы не можете справиться, то всегда есть другие люди. Они в любом случае всегда остановятся. Как вы говорили, одна из 10 машин все равно остановится. В нашем, счастье, все равно есть водители, которые видят, что случилось какое-то дорожно-транспортное происшествие, то они всегда останавливаются. Все равно... Ну и, наверное, надо все-таки нажать на этот экстренный вызов. Да, экстренный вызов. Приехать. Да, и остановиться, нажать кнопочку. Потому что, к сожалению, от нас ждут каких-то, видимо, очень четких рекомендаций. Если происходит
такой, если вы одна на дороге, у вас случилась серьезная какая-то авария, начинается пожар, и вы совершенно ничего не в состоянии с собой делать в течение 10 минут, к сожалению, если рядом никого нет, ничего хорошего из этой ситуации не случится. Поэтому, если вы чувствуете, что вы подвержены таким состояниям, если вас пугают мысли о том, что вы вдруг впадете в совершенно неподходящее время в такую истерику, наверное, лучше вовремя обратиться к специалистам, обратиться к психологам, наверное, к невропатологам, принять какой-то комплексный ряд мер для того, чтобы, не дай бог, в этой ситуации все плачевно, скажем, даже так, с летальным исходом не завершилось. Потому что такое было, что девушка просто элементарно была в таком состоянии, что не могла открыть дверь и выйти. И все очень плохо закончилось. Это была ночь, было темно, и рядом машин не было. Поэтому, наверное, все-таки, если вы садитесь за руль, предполагается, что каким-то запасом неврологической прочности вы должны обладать. Особенно это касается представительниц прекрасной половины человечества, потому что даже мужчины часто теряются. Но и вообще, если говорить о каких-то мерах, о каких-то рекомендациях, все-таки вот сейчас опять идет снегопад, да, гололедица, предупреждают МЧС, что будьте аккуратны, будьте осторожны, но случается так, что человек уже, может быть, переобул машину, ему обязательно по работе или как-то еще нужно выехать за город. Что нужно сделать, как себя обезопасить? В таком случае я сказал бы, что человек должен реально оценивать ситуацию, в которой он находится, и только после этого принимать решение. Если вы перешли на летнюю, так скажем, колеса, то зачем в зимнее время на ней выезжать? Для этого лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом. То есть, в первую очередь, реальная оценка ситуации. После него принять решение. И даже находясь в силу своей специфики, зайдя во двор многоэтажных домов, я сразу смотрю, как здесь может проехать пожарная машина, где может установиться пожарная автолестница. Еще один больной вопрос, когда ставят машины как попало, и что пугает. Особенно есть такие, которые быстро прибегают, извиняются, переставляют. Но, к сожалению, есть такие, которые говорят, а какие проблемы? И это мой двор, это воспитание человека. Это менталитет человека. Вот надо наказывать, надо вот прям придумать какую-то систему, чтобы и также эти попав люди... в торговые комплексы, вот вы зашли, у вас цель провести покупку, получить какую-то услугу. А вы посмотрите, где вы находитесь. Представьте, что может возникнуть давка, отключится освещение. Вот элементарно, посмотрите. И куда вы пойдете? Об этом же мы не задумываемся, потому что мы уверены, что там ничего не произойдет. Я пришел за покупкой, покупку совершил. Естественно, заходя в торговый центр, никто не думает о том, что этот поход может оказаться последним. Естественно, люди приходят со всеми другими мыслями. Руководители и персонал, который работает. Это задача их – обеспечить безопасность покупателей, посетителей, их забот. А мы с своей специфики полагаем, что с нами ничего не случится, все будет хорошо. К сожалению, вынужден констатировать такой факт. Далеко не везде персонал готов взяться за вашу безопасность, готов, рискуя собственной жизнью, выводить людей. И есть такие, были такие истории героического спасения. Но, тем не менее, дорогие телезрители, еще раз надо прийти к выводу. Если вы куда-то отправляетесь, даже за покупками, ваша безопасность в большей степени, к сожалению, зависит от вас самих. Поэтому сейчас, отправляясь даже, казалось бы, в то, что должно принести только удовольствие и развлечение, нужно задумываться о том, а что если? Это звучит, конечно, несколько странно, но именно те, кто в курсе событий, кто понимает четко, трезво мыслит в данной ситуации, могут чувствовать себя в относительной безопасности. Опять же, переходя вот к пожарным ситуациям, к пожарным историям, сейчас моментально перестраивать вот эти вот небольшие всякие павильоны, магазины никто, конечно, не бросится. Особенно меня пугают вот эти небольшие магазинчики, которые очень быстро возникают на каких-то местах, где там сносятся, может быть, какие-то бараки и так далее. Понятно, что их возводят там, то есть смотришь, месяц назад ничего не было, и буквально чуть ли не через 2 недели уже стоит какой-то крытый павильончик, и там уже вовсю идет торговля. 90% уверенности, что никаких мер пожарной безопасности там не соблюдается. Что делать? Призывать игнорировать такие торговые точки? Ну, если жители, посетители данных торговых точек сами оценили ситуацию и выявили какие-то нарушения требований пожарной безопасности, им, конечно же, необходимо информировать те органы, то есть органы государственного пожарного надзора, о наличии таких нарушений, и мы уже
будем, соответственно, реагировать на данные ситуации. Да, подвели такой небольшой соцопрос. Высказали, что есть у нас торговые площади, торгово-развлекательные центры. Их очень мало, пока назвали один. Мы не будем сейчас делать никому рекламу, его называть, где действительно можно быть уверенным в своей безопасности, потому что строился по европейским стандартам и европейцами в безопасности остальных. Наши телезрители не уверены. То есть сейчас подсказывают мне, 45 опрошенных или дозвонившихся, больше половины не уверены в том, что в остальных торговых центрах они пребывают в полной безопасности. Но это говорит о том, что есть над чем работать. И самое главное, ни в коем случае не поддаваться панике, не переставать верить в себя и все-таки внимательно осмотреться на территории, на которой вы находитесь, потому что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Хорошо, что есть службы, которые готовы прийти на помощь, но, как показывает печальная статистика, это не всегда срабатывает. Поэтому берегите себя и берегите своих близких. Будьте с нами. Всего доброго.